Новые мечети в общинах Сибири в составе Дум РФ начали работу в этом августе. При участии Дум Омской области открыла двери мечеть в Большереченском районе в селе Евгащино, основанном татарами в 1650 году. В Чановском районе Новосибирской области Дом Аллаха открыли 15 августа в пятничный день в Аюле Кашкуль. Здесь с основания села в 1680-м живут барабинские татары. Бревенчатая мечеть была построена за 3 года в традициях сибирского деревянного зодчества под эгидой Дум Новосибирской и Новосибирской области. По указанию куратора молодая девушка подожгла входную дверь в мечети города Усинск в республике Коми. Пожарные оперативно устранили возгорание, а правоохранители задержали правонарушительницу. Председатель Думы Республики Коми муфти Вали Ахмад Гаязов призвал мусульман региона сохранять спокойствие и не поддаваться на провокации. Пожарные службы и правоохранительные органы отреагировали оперативно и делают все необходимое для защиты граждан, а наша задача – проявлять сдержанность и не поддаваться на действия, направленные на подрыв согласия в нашем обществе. Российскую Федерацию впервые в истории дипотношений посетил верховный правитель Малайзии Султан Ибрагим Исмаил. Главу мусульманского государства 7 августа принял в Кремле президент России Владимир Путин. На следующий же день российский лидер встретился в Кремле с президентом Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммадом бин Заидом Аль-Нахаяном. Стороны обсудили экономическое и геополитическое сотрудничество. Эксперты по продовольственной безопасности ООН официально зафиксировали в Газе 5-ю катастрофическую фазу голода. 6 августа в казанской мечети Ердам прошел благотворительный вечер и аукцион в помощь голодающим сектора. К участникам обратились муфти Москвы Ильдар Аляутдинов и представители крупнейших исламских фондов России. Ранее зампред Дум РФ муфти Рушен Абясов заявил РИА Новости, что российские мусульмане считают провокацией молитву израильского министра Итамара Бен-Гвира на территории комплекса Алякса в Восточном Иерусалиме. Из-за планов Израиля провести военную операцию в Газе Турция созвала 25 августа в Джиде внеочередное заседание Совета министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества. Страны АИС назвали недопустимыми планы Израиля оккупировать Газу и призвали прекратить ему поставки оружия и боеприпасов. Вице-премьер Российской Федерации Марат Хуснуллин и председатель Дум РФ главный муфти шейх Равиль Гайнуддин возглавили топ-50 самых влиятельных татар Москвы, составленной редакцией «Бизнес Онлайн». Авторы рейтинга включили в него также 3 заместителей муфтия Гайнуддина, включая первого зама Дамира Мухиддинова, муфтия Подмосковья Рушана Абясова и руководителя татарской автономии Москвы Фарита Фарисова. Вместе с ними в топ вошел председатель Совета улемов Дум РФ Шамиль Аляутдинов. Злоумышленники рассылали фейковые обращения о ситуации с водоснабжением в Донецкой Народной Республике мусульманам по всей России от имени главного муфтия шейха Равиля Гайнуддина. Во всех мечетях ДНР имамы разъяснили пришедшим на молитву верующим, что фейк направлен на разжигание межрелигиозной и межнациональной розни. Зампред Дум РФ муфти Москвы Ильдар Аляутдинов представил Россию на 10-й международной конференции «Фетва в эпоху искусственного интеллекта» в Каире. Религиозный деятель выступил с докладом «Фетва и искусственный интеллект. Трудности интеграции традиций и инноваций» и встретился на полях с верховным муфтием Египта доктором Назиром Аядом и первым заместителем верховного шейха Аль-Асхара доктором Мухаммадом Абдурахманом Ад-Дувайни. Московскую соборную мечеть посетила делегация научного сообщества Индонезии во главе с профессором Мухаммадом Нухом, экс-министром национального образования республики. Профессоров и преподавателей ведущих вузов Индонезии встретил зампред Дум РФ Ринат Абянов. 8-я Всероссийская конференция чтения имени Мухлисы Буби на тему «Семья как основа. Роль мусульманских духовных традиций в сохранении семейных ценностей» прошла в Екатеринбурге. Достижения, проблемы и задачи российских мусульманок в историческом аспекте и в современности обсудили ученые, религиозные и общественные деятели. Приехали общественные деятели, приехали руководители женских организаций, которые на местах не просто словом, но и делом продвигают ислам в массы. В нашем регионе одним из пилотных, я считаю, создан отдел по работе с женщинами и детьми. И в рамках отдела мы ведем большую деятельность. Мы работаем сейчас очень много с патриотическим направлением, к примеру. Это и плетение сетей, подготовка благотворительных грузов на СВО. Это и просветительская деятельность. То есть у нас есть детские курсы, женские курсы, онлайн-курсы для мусульманок. Благодарности замминистра обороны генерала армии Юнусбека Евкурова, заместителю председателя Дум РФ Фариту Фарисову, имам-хатыбу Московской соборной мечети Раису Белялову и председателю Муром Коломны Фатиха Идрису Хакимову вручил зампред Дум РФ по внутренним делам член Общественного совета при Министерстве обороны России Равиль Сайфетдинов. Отмеченные благодарностями патриоты, много сделавшие для помощи участникам специальной военной операции, их семьям и жителям приграничных территорий. Руководитель Департамента социально-благотворительных дел Дум РФ Марат Арсланов отмечен благодарственным письмом мэра Москвы Сергея Собянина за активное участие в общественной жизни столицы и большой личный вклад в укрепление дружбы и сотрудничества между Москвой и Республикой Татарстан. Награждение состоялось на торжественном гала-концерте мастеров искусств в Московском международном доме музыки, завершившем Дни Татарстана в столице. Благодарственное письмо вручил председатель Московской городской думы Алексей Шапошников.
Зампред Думы РФ муфтий Рушан Абясов провел рабочую встречу с замминистра иностранных дел России Сергеем Рябковым, на которой рассказал о подготовке к проведению в Бразилии встречи духовных лидеров мусульман стран БРИКС, 6-й международной конференции «Духовный шелковый путь» и 2-й международной премии Священного Корана стран БРИКС. Дума Забайкальского края помогло региону в борьбе с лесными пожарами. Мусульмане приобрели рации для волонтеров и спасателей, чем обеспечили бесперебойную связь во время спасательных работ. Региональный исполком Единой России наградил имама Мухтасиба Алмаза Салахова благодарственным письмом. В Сафаджае Нижегородской области мусульмане отметили День памяти великого земляка, теолога, историка и востоковеда Хусейна Фаисханова. Имамы Сафаджая, близлежащих сел и деревень, прочитали аяты Священного Корана и вознесли дуа на его могиле. В Московском исламском институте прошли вступительные испытания. В столицу съехались абитуриенты из самых разных регионов России. Конкурс составил 4 человека на место по всем направлениям подготовки бакалавриата, магистратуры и аспирантуры. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Я представляю сегодня делегацию Духовного управления Донецкой Народной Республики. Сегодня мы приехали поступать в Московский исламский институт. Сегодня у нас знаковый год, потому что около 7 студентов от Донецкой Народной Республики. Мы обязаны оправдать то доверие, которое на нас возложено. Мы чувствуем ответственность за будущее нашей уммы, за то, что мы должны приехать и давать знания ради процветания нашей уммы. В торжественной обстановке посвящения студенты первокурсникам вручили студенческие билеты. Церемония состоялась в День памяти выдающегося востоковеда-теолога Хусейна Фаисханова. Тысячи делегатов из 68 российских регионов и 30 стран мира приняли участие в Милет-Жиины национальном собрании в Казани. История нашего народа, она имеет тысячелетние корни. Она не только связана с отдельными этносами, с отдельными государственными образованиями. Ее истоки глубоко укореняются в историю народов Алтая, которые массами переселялись на территорию нашего Поволжья. И эта история нас связала с глобальной историей тюркских народов и Средней Азии, и тюркских народов, проживающих в Сибири, на Дальнем Востоке и, конечно, в современных территориях и Европы, и Балкан. Перед делегатами выступил раис Татарстана Рустам Минниханов, который заверил, что республика и впредь будет поддерживать татарские организации в России и зарубежье. По поручению главного муфтия шейха Равиля Гайнуддина масштабный форум посетили первый зампред Думы РФ муфтий Дамир Мухиддинов и глава Совета национально-культурной автономии татар Москвы Фарид Фарисов. К участникам собрания обратился аксакал татарской мусульманской общины Краснодарского края, участник Парада Победы 1945 года Умид Губаев. Зал приветствовал ветерана стоя. 24 августа наступил первый день месяца Рабиуль-Авваль. Рабиуль-Авваль почитается верующими как месяц, в котором состоялся Мавлид ан-Наби, Рождество пророка Мухаммада, мир ему. В нынешнем 1447 году по хиджре исполняется 1500 лунных лет со дня рождения заключительного Божьего посланника, мир ему. 30 хафизов Корана из 23 стран мира приехали в Ингушетию для участия во втором международном конкурсе чтецов Священного Корана памяти первого муфтия Ингушетии Сулумбека Евлоева. Главный муфтий шейх Равиль Гайнуддин направил приветствие в адрес организаторов, гостей и участников конкурса и выделил денежный приз в 100 тысяч рублей чтецу из Палестины Ахмаду Шарафу Игбария в знак солидарности российских мусульман со сложной судьбой и страданиями палестинского народа. С приветствием на торжественном закрытии конкурса выступили первый зампред Думы РФ муфтий Дамир Мухиддинов и муфтий Москвы Ильдар Аляудинов. أصحاب المعالي والفضيلة والسماحة يسرني نيابة عن سماحة المفتي العام الشيخ رابع عين الدين رئيس الإدارة الدينية لمسلمي روسيا الاتحادية أن أرفع إلى حضراتكم أطيب التحيات وأصدق الدعوات وأن أعبر عن بالغ الشكر والتقدير على إقامة هذه المسابقة الدولية لتلاوة القرآن الكريم وعلى ما بذل فيها من جهد مبارك وتنظيم محكم وخدمة لكتاب الله تعالى وحملاته. وموعظة ونور فيه شفاء للصدور وشفيعنا يوم النشور